Улучшению одного из главных направлений развития общества – культуре руководитель субъекта уделяет особое внимание, принимает все меры для сохранения культурной целостности Ингушетии. Впервые послание главы региона состоялось вне стен административных зданий, а в Центре культурного развития Магаса. Этот факт считают показательным деятели культуры. В своем обращении к Народному собранию Махмуд Али Калиматов подчеркнул важность развития сферы культуры и ее значимую роль в нравственном формировании подрастающего поколения. Национальная культура – главное достояние ингушского народа. Комплекс духовно-нравственных ценностей нашего общества и его мудрость, культурные традиции являются главным инструментом в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения и общества в целом. У нас сложилась положительная динамика развития материально-технической базы сферы культуры. Приоритетная задача Минкультуры Ингушетии, считая продолжение работы по расширению сети учреждений культурно-досугового назначения. Махмуд Али Калиматов делает особый акцент на сохранение материально-культурных ценностей, развитие творческих направлений в учреждениях. Подчеркнул необходимость активизации работы домов культуры республики с населением, проживающим в муниципалитетах и отдаленных селах. При этом подчеркнул, повышать качество и разнообразие культурной жизни нужно не только в городах, но и в сельских поселениях. В своем послании он отметил также о необходимости включения в федеральные программы и федеральные проекты. Это все основывается на послании президента Российской Федерации, который заявил о необходимости создания культурных и творческих инициатив. В свою очередь, и Министерство культуры Республики Ингушетия практически на следующий день откликнулось на эту идею, направило необходимые документы Министерства культуры Российской Федерации, а в целевой поддержке этих инициатив предложило свои идеи по этим культурным инициативам, в частности, создание малых музеев, музейных комплексов в малых городах, где в сельских поселениях. Допустим, у нас есть сельские поселения, где можно создать определенные музеи, небольшие, узкой направленности, например, воссоздать музей Сергея Орджоникидзе, или в городе Малгобек реконструировать и создать музей трудовой боевой славы города Малгобек, и также в разных наших населенных пунктах. Укрепление материально-технической базы является одной из ключевых задач перед министерством. Огромная работа в этом направлении была проделана и в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Удалось поправить работу во многих культурных объектах республики. Показателем тому является, что в прошлом году мы беспрецедентное количество музыкальных инструментов получили, в том числе и в учреждении Центра культурного развития. Надо сказать, что они нам остро были необходимы. Со дня основания республики такое количество музыкальных профессиональных инструментов, мне кажется, не приобреталось. Все, что было обозначено в заявке нашим учреждениям, мы получили сполна. Приоритетная задача, поставленная перед Минкультом, продолжение работы по расширению сети учреждений культурно-досугового назначения, а также по строительству 6 крупных объектов общей стоимостью более 8 миллиардов рублей, основанных на поручении президента страны. Это Республиканский музей краеведения, Государственный колледж искусств, Национальная библиотека, Госфилармония, Русский государственный музыкально-драматический театр и Республиканский театрально-культурный комплекс. На реализацию этого поручения будут брошены все силы, заявили в культурном ведомстве. Эта работа долго не осуществлялась в полном объеме, в полном масштабе. И вот последние 1,5 года по поручению инициативе главе и правительства Республики Ингушетия эту работу активизировала. На сегодняшний день подготовлена вся необходимая документация по всем этим 6 объектам. Разработан совместно с Министерством культуры Российской Федерации и правительством Российской Федерации план реализации этого поручения, где эти объекты разбиты по приоритетности, по важности и по возможности их реализации на основании их стоимости или их социальной значимости этих объектов. Со следующего года уже планируется строительство 2 объектов из этого перечня. Это Государственный музей краеведения и Государственный колледж искусств. Большую часть этой работы планируют выполнить до 2024-го, так как уже через 3 года на федеральном уровне намерены отметить столетие образования ингушской государственности. 12 апреля соответствующее распоряжение подписал
подписал Владимир Путин. Мероприятия пройдут во всех субъектах страны. В ходе послания Махмуд Али Калиматов отметил и необходимость сохранить историческое наследие Ингушей, в частности, башенные комплексы. В этом направлении, а именно в части популяризации, Минкульт региона ведет активную работу. Еще одна из основных задач – сохранение нематериального культурного наследия. Выбранный Министерством ориентир развития созвучен посланию главы региона по всем направлениям. Минкультом уже подготовлены предложения, чтобы меры, озвученные Махмудом Али Калиматовым, были реализованы. Диана Дударова, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.